Новое учреждение называется Республиканский кадетский корпус. Постановление правительства республики о его создании подписано 31 августа. Льняная нить, шнур, веревка сплетается из множества нитей. Идет первая неделя образовательно-воспитательной работы. В центре созданы благоприятные условия пребывания для детей. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в группах. Помещение для проживания создано по квартирному типу. Сформировано всего 23 класса комплекта. Кадеты находятся на полном государственном обеспечении. В скором времени все получат единую форму и обувь. Смирно, равнее на середину. Товарищ учитель физической культуры, 5 класс, построенный урок физической культуры в количестве 23 человек. Рапорт сдал курсант Данюр. Мы должны выполнять закон о детях-сиротах, и он действует с 2014 года, когда мы должны детей-сирот обустраивать таким образом, чтобы им дать семейное воспитание. Поэтому Центр по семейному воспитанию детей-сирот мы должны были организовать давно. 4-й урок у 5 В класса. Ребята подружились и с большим желанием готовы получать новые знания. А углубленное изучение военного дела открывает для них двери в будущую профессию. Я хочу стать прокурором. Милиционером. Милиционером? Капитаном. Военным. Я хочу стать МЧС. Военным уклоном, и я детям из школы-интерната говорила, что перспектива быть военным или работать в этой сфере, это, уважаемые, дорогие мои дети, престижно раз сейчас, а дальше они будут обеспечены. А это проект современного всесезонного лагеря в живописном месте на берегу реки Серебрянка, на котором круглый год будут отдыхать ученики Республиканского кадетского корпуса и дети со всей республики. Уже есть инвесторы из Красноярска. Министерство образования Тувы, учредитель школы, будет следить за реализацией этого проекта и параллельно вести переговоры с ведущими вузами страны на предоставление целевых бюджетных мест. Ресмангуш, Буян Аюн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».